какой-то очередной ОРВИ и так далее, и так далее. Но не проходило подозрение на климакс ранний, да, но вроде все нормально. И стала обследоваться, и мне поставили, ну не поставили, а было подозрение на онкологию. И я только тогда ужаснулась, что, оказывается, жизнь моя уже прошла, да, я сама эмоциональный человек, как мои дети без меня. Ну, пока ждала результата анализа, ты уже осознаешь, да, оказывается, жизнь, она очень дорога, потом как мои кредиты, да, кто это будет оплачивать, и слава Богу, Бог меня любит, онкологию не поставили. Ну, поставили там разные, жировой гепатоз, там зоб и так далее, и так далее. Назначали, очень много назначили лекарств, а у меня денег не было все это купить, найти, времени не было. У меня стояла задача во время отпуска быстро восстановить свое здоровье хотя бы немножко, да, и выйти на работу осенью, 1 сентября. Вот. И я стала изучать именно про температуру, и в интернете нашла какую-то вот систему, Академия Успех вместе называется. И все там здоровые, прямо это все, да, плюс к этому они зарабатывают, богатые, там бабушки кричат, ролики, да, разные, бывают там $1000, $2000 за неделю, и ты, нормальный человек, не верит этому, не верит. Такого не бывает, Тиганыр. Да? Ага. И, но на свой страх и риск я нашла это клеточное питание всеми правдами и неправдами, копаясь в интернете, и нашла, ну, эта линия была бурятская, да, нашла клеточное питание. Тогда было клеточное питание, но другого вида, но именно был этот же состав. Так. И в результате минус 20 килограммов за 10 месяцев, и с этими килограммами ушли мои проблемы по здоровью. Вот, я стала очень энергичной, да, то есть глаза загорелись, энергия прибавилась, и люди стали спрашивать. И тут стал вопрос о дополнительном доходе. Дополнительный доход, потому что мы все живем в кредитах, в долгах, современный человек, да, так живет, и сейчас в деревнях вот есть черные тетрадки, да, есть тетрадь Дембар, и я там была постоянкой, вот. И просила хлеб в долг, просто это очень унизительное состояние, когда ты просишь, чтобы они записали этот долг. Я никому не пожелаю. И у меня вот стояла задача вот дополнительного дохода. И стала разбираться именно в тему бизнеса. Да, стала посещать тренинги, стала посещать онлайн презентации, которые бывают у нас каждый день. И стала разбираться. И к осени я поехала в Иркутск на свой первый живой тренинг, и стала такая ситуация, что я приехала и осталась без работы. То есть я ушла с работы, ну это долгая история, да, я ушла с работы в 2018 году, с 1 ноября я без бюджета. То есть только развиваюсь здесь, в этой системе. Поэтому эту систему я очень хорошо знаю. Конечно, сегодня не будет полноценная, прямо стопроцентная информация, да, мы просто сегодня презентуем эту систему вам. Идем дальше. Вот. Кто создал эту волшебную систему, да? Андрей Артурович Шаура, наш президент, наш несменный руководитель, наставник, да, вот он именно тот человек, который создал эту систему 20 лет назад, представляете? И вот эта система, именно он создал таким образом, чтобы помогать людям. То есть его опыт, его вот наработки, да, его очень такой богатый багаж именно в плане строения бизнеса,
и классического бизнеса, и сетевого бизнеса, и как производственник, да, как интернет, вот с появлением интернета он стал именно разбираться в интернете, и как интернет-предприниматель, да, он свой опыт дает простым людям как возможность просто так. То есть без оплаты, бесплатно дает нам. Хотя слово «бесплатно» он не любит. Я всегда это говорю, это слово от слова какое? Без. Вот, и он самый лучший ученик Брайана Трейси. Брайан Трейси это знаменитый бизнес-тренер, мировой известный знаменитый бизнес-тренер, да. Его бестселлеры, его книги, они мировые бестселлеры именно в плане развития человека, успеха и так далее, да. И он самый лучший ученик Брайана Трейси. То есть мы получаем мозг мышления Брайана Трейси подарок. Это же классно. Вот я тогда это поняла. То есть, оказывается, я могу, живя в деревне Бейдингау Салданского района, да, могу онлайн с ними контактировать каждый день, там, слушать его тренинги, презентации и так далее. И я могу, оказывается, просто вот живя в деревне, могу, это был как будто последняя соломинка спасения, можно сказать, в моей жизни. Судьбы моих детей. Идем дальше. Поэтому мы очень-очень благодарны Андрею Артуровичу Шамура. И я это пропустила. Андрей Артурович это тот человек, который сделал свой первый миллион 17 лет. То есть он человек с очень богатым мышлением. Понимаете, да? Мы вот 50 лет, да, делаем только первые шаги именно на первый миллион, а он уже в 17 лет сделал свой первый миллион. Значит, у него мышление какое? Вот оцените, да? Ага. Так, что есть в этой системе? Вот это мой самый любимый слайд, да? На этом остановимся подольше. Вот в этой системе Академия Success Together, вот именно название Success Together людей пугает. Да? Нас пугает, простых людей. Что за success, что за название, да? Это успех вместе. Успех вместе, да? Так как, почему нельзя назвать на русском языке, да, люди спрашивают, потому что мы работаем на международном уровне. Понимаете, да? Мы во всем мире находим, более 250 стран мира, регионов работает. Эта система. Вот. И что есть в этой системе? Конечно же, во-первых, это обучение, образование более 20 лет. Эта система обучает людей именно онлайн, обучает живые тренинги, семинары, да, дает информацию, обучает именно к успешной жизни, где успех всех интересует. Мы ни копейки не платим за это образование и обучение. Это шанс для нас. Шанс, это огромная возможность, просто надо это ценить. Просто это хватает как подарок оттуда, от Вселенной. Я всегда так говорю, да? Наше обучение, система, это как подарок от Вселенной. Просто вот так надо относиться к этой системе. Вот. Здесь есть, то есть как он, искусственный интеллект, делает нашу работу за нас. Презентует бизнес, обучает наших партнеров, мотивирует, да, делится новостями и так далее, и так далее. Вот эта система. Каждый день идут встречи. Есть тут шаги миллионера. Тут заходите, и там есть вот первый шаг, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг. То есть все, скажем, нужное обучение там есть. Просто надо разобраться. И как зайти в эту систему, да? Как зайти в эту систему, сразу менеджерам своим напишите, если вы в системе нету. Вам дает волшебную ссылку ваш менеджер. Вот. И тот, кто сегодня вас пригласил на эту встречу, будьте благодарны этому человеку. То есть этот человек вам, оказывается, желает чего? Добра. Чтобы вы жили успешной жизнью.
Вот, и здесь идут ну, рейтинг и так далее, это все тут есть, как искусственный интеллект работает, делает нашу работу за нас, вот эта система. То есть без этой системы, без Академии «Успех вместе» тут ловить нечего, друзья. Угу. Так, идем дальше. Через эту систему Академии «Успех вместе» мы попадаем в интернет-магазин. А сейчас век маркетплейсов, век интернет-магазинов, да, обычные магазины, обычный бизнес, традиционный классический бизнес, сейчас обычные сетевые компании. Да, у них уже не такой рост, как раньше. Вот, поэтому Андрей Артурович именно взял самый передовой опыт в мире. Самые богатые люди мира, сейчас Джефф Безос, Татьяна Ким Бакальчук и так далее, да, вот Джек Ма, они владельцы интернет-магазинов. То есть Андрей Артурович создал интернет-магазин Success Together, и этот интернет-магазин продвигает 6 направлений, самые актуальные направления. Еда актуальная во всем мире? Да. Ага. Аптека актуальная во всем мире? Отвечаем активно. Да. Косметология актуальная? Да. Актуальные, молодцы. Топливо сейчас? Да, обязательно, да. Умный дом, то есть это средство для мытья, ну, вести быт, да, домашний, это тоже актуальное. И я бы сказала, что вот это средство будет именно на натуральной основе, потому что Андрей Артурович, как я говорила ранее, он просто вот на натуральном, да, все делает на натуральном. Инвестиции актуальные? Конечно, во всем мире. То есть наши ниши, они актуальны везде. Не только в Якутии, не только в России, да, они актуальны и в Венесуэле, да, в Испании они актуальны в Германии, они актуальны на тундре, в Африке и так далее, да. Вот, надо это тоже понимать. Теперь у нас есть свои заводы, сертифицированные заводы, которые имеют престижные награды, регистрации товарного знака по миру, это очень важно, то есть наши продукты не только по России, да, есть регистрационные знаки товарные по всему миру, международного качества, халяль, кашер, веган, GMP, ISO и так далее. Так, это очень важно, мы были на наших заводах, и сейчас вот именно по санкции, да, чтобы логистика сработала именно на международном уровне без проблем, мы строим заводы в Казахстане. То есть не мы, а Андрей Артурович строит заводы в Казахстане. И мы были уже второй раз на первом этапе строительства этого завода. Так, идем дальше. У нас международная логистическая группа, которая работает, я бы сказала, очень быстро. Очень скоростной логистика у нас, да, курьеры работают. Вы заказываете продукт, и продукт вам приносит в адрес до дома. Это же очень удобно. Удобно, скажите? Очень удобно. И моя голова как бизнесмена не болит, да? Как мне доставлять продукт в Америку, как мне доставлять продукт там в Екатеринбург, как мне доставлять продукт где-то там на Багамские острова. В Таиланде, например. Мой партнер, например, живет в Турции, или в Таиланде, или где-то в Бразилии, а логистическая группа сама все доставляет. То есть у нас готовое, у нас голова не болит. Ага. Этот момент я скажу, если у нас есть, что-то очень оригинальный продукт, да, например, как наше масло, и у нас нет возможности это доставлять всем, то бизнес дальше. И вот, да, Нона Тюкавкина, это профессор, которая работала в институте Сеченова, и она мировой известный ученый, да, то есть 400 научных публикаций, 14 патентов, 5 монографий, подготовила 5 докторов и 22 кандидата наук и является одним из основоположников приоритетных фундаментальных исследований в области фенольных соединений растительного происхождения. Да? Вот и по ее разработке, по ее
заслугам мы сейчас имеем такое количество исследований именно по дигидрокверцетину. Что такое дигидрокверцетин? Это состав, который мы берем из сибирской лиственницы. Именно из сибирской лиственницы, да? Самый сильный антиоксидант сейчас это во всем мире. Понимаете, да? И по ее заслугам сейчас дигидрокверцетин как лекарство, как растительное лекарство есть в реестре этого лекарств Российской Федерации Минздрава. Вот. Дона Тюкавкина. И наш дигидрокверцетин именно добывается из сибирской лиственницы. Из сибирской лиственницы. По-другому называется таксиполин. Запомните или запишите себе, да, новички, таксиполин. И вот это учение, как исследование, да, идет 1937 года, понимаете? Вот. И в 2003 году дигидрокверцетин включен в государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации. Вот. Сегодня в мире сегодня дигидрокверцетин является эталонным продуктом, обладающим самой высокой антиоксидантной активностью. А что такое антиоксидант? Это самый сильный такой, да, состав, который борется с онкологией, и не только с онкологией. Так, идем дальше. И есть такой очень интересный факт, я обязательно об этом говорю, да, рассказываю, что наш Аюнский, вот как раз мы находимся именно на площади Аюнского, тоже, я считаю, очень символично, да? Ага, у него есть произведение «Сюсюллах Улубула», то есть на 100 лет вперед он планировал, он предвидел, как будут жить современные люди. И в 1927 году он написал именно такие слова, да, что будут такие продукты, дальше будут такие порошки, вода, да, и это будет питание, и люди будут есть еду, обычную еду 1-2 раза в день. Вот. И эта еда, порошковая вода, да, как раз он говорит, как будто он говорит о наших продуктах, да, будет даст людям омоложение, оздоровление и так далее. Вот. Это же очень интересно, в 1927 году я написал. Вот, практически, ну, конечно, я не говорю, что пишет там success together, да, но он предвидел, что будут такие технологии современные. Очень интересно, идем дальше. Вот, есть такая монография ученого Савина Андрея Андреевич «Пища якутов до развития земледелия». Год издания 2005 год, можете найти в библиотеке. И он там тоже описывает, оказывается, до появления муки, да, до появления муки, вот этот дигидрокверцетин, оказывается, был нашим основным питанием. То есть вот наша еда предков сейчас к нам вот в таком виде. Представляете, да? Это же очень ценно. Так, идем дальше. И есть у нас такой ученый, все его знают, всемирно известный ученый Анатолий Игнатьевич Амджоев. Он единственный выживший человек, которые работали в Чернобыльской аварии. Да, у него есть статья дигидрокверцетин, это, ну, то есть живая вода, да, в прямом переводе. И он там пишет, он, оказывается, эту статью написал в 90-х годах, и он там пишет, что именно вот дигидрокверцетин сибирской лиственницы изучено вот в Институте онкологии Блохина и так далее. И сейчас вот самый известный, признанный антиоксидант во всем мире. И давайте вот наша молодежь, давайте вот это переработайте, берите за это дело. И все люди, богатые люди мира, именно ищут этот дигидрокверцетин, чтобы жить молодо, долго, да. Вот, поэтому он призывал именно нас, якутов, да, заниматься этим делом. Вот, но, конечно, тогда его никто не понял. И слава Богу, что Андрей Артурович, да, появился. Вот в Иркутске, как вы знаете, да, это тоже Сибирь, это там тоже холод.
и перерабатывается этот дигидроквертин именно из сибирской лиственницы. В Иркутске, на Байкале сейчас лесопромышленность, да, поэтому там остается очень много отхода от этого лесопромышленности, и из этого отхода делается наш дигидроквертин. Но я говорю там простыми словами, конечно же, это не научные слова, так идем дальше. И наши вот, скажем, лидеры, духовные лидеры и так далее, и даже вот на прошлой презентации были из государственной, ну, люди, которые причастны к этому, да, из Государственной Думы России, да, именно понимают наши продукты и принимают. В прошлом году летом Тартага, Байрага Чупар и наш там духовный лидер Борис Федорович.
Это все будет в будущем. А у нас сейчас на руках вот такие супер современные технологии, да, как наш белок. Так, идем дальше. Даже планируется своя авиалиния. Это же здорово, да? Во всем мире будет своя авиалиния. Так, это в будущем. Вообще у Андрея Артуровича такие вот идеи, и это все он будет внедрять в будущем. Вот, да? Сейчас идет именно этап строительства завода, понимаете, да? У нас еще будут свои клиники, превентивной медицины клиники будут, да? У нас почти есть уже вот такая клиника, да? Ага, у Ирины, да, они открыли там на Курашова 19 дней, ага. Открыли, они там принимают людей. Так, идем дальше. Система выплат у нас очень шикарная. 17-18 видов дохода. И есть автобонус, программа недвижимости, да. Есть такие выплаты, которые мы получаем моментально, получаем за неделю, получаем за месяц тоже. То есть тут это надо разобраться. Просто, да? Просто надо действовать, не лениться, разобраться и делать действия, тогда быстро. Даже люди не понимают, откуда у них деньги вот капают в кабинеты. Ага. И к нам присоединяются люди из мира инвестиций, криптовалюты, потому что они тут увидели большие деньги. К нам присоединяются доллары миллионеры с других компаний. Они тут увидели деньги, они тут увидели высшие продукты, технологии, да, премиального качества. Почему мы говорим премиального качества, да? Потому что мы все таможенные границы переходим, это говорит о многом. И плюс у нас тут дигидрокверцетин, тоже вернемся к этой теме немножко, да? Дигидрокверцетин самой высокой степени очистки только наш завод делает, который есть в Иркутске. В мире, конечно, есть, там делают дигидрокверцетин, японские сакуры делают и так далее, да? Но вот самую высокую степень очистки делает только наш завод, который находится в Иркутске. Единственный в мире. Поэтому можно смело говорить, что наши продукты уникальные в этом плане. Дигидрокверцетин есть в аптеках, там есть очень низкого качества. А у нас 98-96% очистки. Надо это тоже понимать. Так, идем дальше. Вот наши заводы, да, строятся в России и так далее. В России это Иркутский завод сейчас модернизируется, и в Казахстане идет строительство. Так, вот такие, это наши планы, все это будет. Ага, это мы были на прошлый месяц, получается, июль. Ага. Были в Казахстане, Алматы, мы были на заводе. Вот. Это наш первый этап нашего завода. Идем дальше. Вот мы, да, это половина делегации из Якутска, и это наша гордость, да, наша фотография, прямо я сегодня это хотела вам показать. И вот Илья Белоев, совладелец Иркутского завода, который делает вот именно самый качественный дигидрокверцетин в мире. И Илья там выступал на форуме, и мне его выступление очень понравилось. Почему? Потому что он даже говорил вот такие слова. Вот кто сомневается, приезжайте к нам в Иркутск, в офис, да, я вам все покажу, какие клинические исследования, сколько мы денег на это тратим, чтобы вот проводить клинические исследования на людях, не на крысах, не на на мышах, да, а на людях. Это очень стоит, оказывается, дорого, много денег стоит, но он именно тот человек, который делает все высококлассно. Вот его выступление мне в этом плане очень-очень понравилось. И такой, скажем, тоже он сам спортсмен, тоже, как говорится, продукт своего продукта. То есть тоже успешный человек. И этим делом они занимаются даже семейно. Это бизнес от своего отца он больше. Поэтому вот все клинические исследования и так далее, они все это делают уже давным-давно. Так, в этом плане они очень образованные люди. Это Любовь Никандрова,
наш бриллиант. Марина Гоголева, они сегодня вылетели в Иркутск. Наша Надежда, да, вылетела в Иркутск. Валентина здесь находится. Вот, идем дальше. Так, это все регистрации, все это есть у нас, Success Innovation, да? Ага, идем дальше. Идем дальше. Это заводы наши, станки. Мы были на первый раз, станки были мало, а сейчас уже вот появились новые станки. Идем дальше. Угу. Бизнес-план. Интересует вас деньги? Деньги интересуют? Конечно, молодцы. Почему? Потому что современный человек без денег жить не может. Да? Так, у нас время без часа все говорит тогда. Ага. У нас еще есть целый час. Ай, когда вахтали города, как я всякие судей бумага. Вот. Так, деньги. Здесь есть деньги. Это, скажем, люди иногда боятся денег. Хочу говорить, да? Уши, глаза закрывают. Но мы живем в современном мире, мы в пещере не живем, да? Поэтому сейчас тема денег интересует всех, особенно сейчас кризисное время. У нас 17 видов дохода. 17 видов дохода. Угу. Конечно, тут, как я говорю, очень много денег, 17 видов дохода. Угу. И мы себе открываем интернет-магазин. То есть свой магазин. У вас будет свой, у вас уже есть свой магазин, да? И у нас есть реферальная ссылка, например, Туяра имеет магазин с реферальной ссылкой. То есть у нас бизнес-маркетплейс, который отличается от обычных маркетплейсов, то, что у нас есть реферальная ссылка. По этой реферальной ссылке люди заходят, себе покупают продукты, люди думают, что это финансовая пирамида. Ага, финансовая пирамида, нету товара. Угу. А у нас есть товар, люди себе покупают продукт. Кто вчера смотрел тренинг Тайшахара? Угу. Смотрите, ага, обязательно это смотрите. Он очень прекрасно объяснил, да, как нужно строить бизнес. Он за месяц подключил 35 новых новичков, которые уже прокупились. 35 заказов у него было новых за один месяц, поэтому он в этом плане очень успешно идет, да? И наша задача вот пригласить людей. А люди сразу говорят, вот как приглашать, когда для батареи, как приглашать, а вы смотрите в телефоне, сколько у вас контактов. Вот юбилей будете организовать свой, сколько гостей. Джон Боготой, 200, там 500 человек бывает, да? Их надо еще Джонда Хайлар, Сымайдылар, Хайлар, да? Очень много людей, которых нуждаются в наших продуктах. Продукты, они полезные, они нужные людям. Аптечные средства, например, да, имеют побочные действия, а у нас побочек нету, все это натуральное, и надо же рассказать, помогать людям. Вот двоих вы найдете. Из 8 миллиардов людей на планете Земля, вот двоих можно найти? Конечно. Все. Они двоих могут найти. А они тоже могут найти, да, двоих. Вот так и идет вот эта система. И люди на эту кружочку смотрят, и у всех аллергия. Да? Вот так. Честно? Ага. Это сетевой. Это тух, он нухманных тиганыларха. На самом деле это самый современный вид бизнеса. Попробуйте сейчас организовать производство свое. Попробуйте сейчас организовать свое дело. А у нас все готовое. Просто бери и делай. Мы же можем говорить о хорошем продукте каждый день. В интернете. Интернет. Есть такой волшебный мир, как интернет. Соцсети. Почему у меня вот получается, живя в деревне, зарабатывать такие деньги? Потому что я работаю в соцсетях. Очень просто.
Вот так. Это такая возможность. Сейчас у меня вот, я смотрю в академии, иногда я даже один раз увидела флаг Америки. Оказывается, в моей структуре человек из Америки. А я живу там в Бейкинге. Ага. Казахстан, Кыргызстан, это вообще, да? Поэтому вот надо это понимать. Потом вот 17 видов дохода. Я буду рассказывать маркетинг, но вам все равно будет непонятно. Да? Потому что это надо пробовать делать. Вы только поймете, когда это будете действовать. А новичков сейчас задача, да, регистрироваться. У кого нет регистрации, поднимите руки. Света Курера Кипкеленора. Кеми? Это моя однокурсница. Вот. Берите у того человека, да, который сегодня пригласил вас на это мероприятие, ссылку вот эту волшебную. И начинайте, регистрируйтесь без оплаты, регистрируйтесь и начинайте приглашать. Приглашайте 100 человек, пригласите, хотя бы там 5 человек подключится. Вот, и у нас есть такой момент, и говорят опытные люди, да, сетевики говорят, такого вообще нигде нету, оказывается. Я сейчас покажу. Это первый вид дохода, быстрый доход, быстрый бонус. Быстрый бонус. Мы даже можем зарабатывать деньги, не имея ранга, не имея 100 рублей. Да, как говорится. Открываем свой кабинет, приглашаем подругу, соседку Машу, они прокупились, и мы сразу получаем, даже если этот кабинет не активный, да, можем сразу зарабатывать деньги, начиная от $35 до 450, да, было самый максимальный долларов. Вот. И сегодня вы пригласите, например, 10 человек таких, да, и они прокупились, и вы можете там сразу все получать вот эти доходы. Для начинающих это вообще манна небесная, я так думаю. И такого момента, оказывается, в других компаниях нету. Опытные люди так говорят. Вот. Поэтому Андрей Артурович нас обучает как? У нас бизнес без вложений. Без вложений можно сразу зарабатывать, без вложений можно сразу учиться у успешных людей, да? Все без вложений. Просто захотеть решиться и действовать. Конечно, без действия не будет результата. Как говорится, как потопаешь, так и полопаешь. Даже коротная презентация с университета Бартуспа. Он лидер Тарбутпална. Вот сейчас люди думают, да, вот Туяра пришла первым, да. Ага, поэтому она зарабатывает миллионы. Есть такое? Ага, конечно, вы же первая, поэтому для вот так. А я сейчас вам докажу обратное. Спасибо. Я вам сейчас докажу обратное. Мы самая развивающая структура в России. Саха-регион, Республика Саха-Якутия, да? И у нас есть легендарные наши девчонки-лидеры. Вот. И, например, Туяра пришла первым, но у нее $375 тысяч, да, на сегодня доход, скажем так. А пришли другие девчонки, да, партнеры и так далее. И у меня вот в нашей структуре есть такой большой лидер, как Лена Данилова, да? Лена Данилова. И она выполнила ранг черный бриллиант. То есть я рассказываю, что как потопаешь, так и полопаешь. Она пришла после меня вообще, после меня, и сейчас у нее доход более $500 тысяч. Вот как работаешь, так и получаешь. Вот она что сделала? Стала что? Сразу действовать и взяла быка на рога. Быка за рога. Стала действовать, да? И сейчас она черный бриллиант. Это очень серьезный ранг. Вот. И она за неделю получила
Ее рекордный доход 3 миллиона в неделю. Без опыта. 3 миллиона рублей за неделю. Вот так. Вот где есть такие деньги? 42, ну 3 миллиона примерно так. Понимаете? Поэтому все у вас есть шанс. Просто надо дружить с чем? Со своей головой. Просто. Болу? Ага, семьи барды Евгений Николай Трушевкина. О, хармагам барды. Флешкова. Я хотела показать да? Я хотела показать наших девчонок. Да, есть у нас Дарья Лугинова из компании Атоми. Ага. Она там была бриллиантом. Есть у нас со структуры Дарьи. Поднимите руки. Вы со структуры Дарьи же. Ага. И Сайнарулар. Ага. И она достигла ранга бриллиант в компании Атоми за 3 года. То есть она, как сама рассказывает, работала днями и ночами. Она вообще очень такой трудоголик, да? И достигла ранга бриллиант. И у нее был доход, по-моему, 100 тысяч в месяц. 100 тысяч рублей в месяц было в Атоми. А у нас она достигла ранга бриллианта, по-моему, за 2 месяца. И у нее доход вот сейчас тоже очень много. Она закрыла ипотеку, которую должна была закрыть в 41-45 году, по-моему, как война была дата. По-моему, в 45-м она должна была закрывать эту ипотеку, и она закрыла это за 1,5 года. Представляете? Вот. Такие возможности. Есть у нас Алена Савинова, да, есть у нас Изабелла Кондакова, наши легендарные лидеры, девчонки, да, которые сейчас находятся в Питере, они уже трудятся вовсю, да, и сегодня они проводят уже вторую презентацию в городе Санкт-Петербург. Вот. И я просто этим горжусь, потому что наша структура самая-самая такая развивающаяся. Вот лидеры, наши девчонки, мы, по-моему, где-то 3 лидера находимся в десятке лучших по всему миру по доходу. Значит, так. Вот. Поэтому мы своим путем, вот своим опытом показываем, своим примером, что это возможно. Просто надо что делать? Действовать по системе, да? По алгоритму ключевого человека. Конечно, есть там разные моменты. И сейчас я веду короткий марафон уже сегодня 5-й день, да? Сегодня 5-й день, короткий марафон, делюсь секретами, ну, своими наработками, да, своим багажом и так далее. И когда люди именно поверив мне, идут за нами и еще опережают, да, это наивысший пилотаж, как говорится, да. И это все работа системы. Система, Академия успех вместе. Без этой системы вообще тут ловить нечего. Ничего не получится. Поэтому если вас нету в системе, сегодня тоже попросите своих менеджеров ссылку. И каждый день в 11:10 по нашему времени, в 17:10 по Москве, там проводятся презентации и тренинги. Послушайте и записывайте. Вот. Скатерть самобранка, это блокнот, ваша записная книжка, да, это существует. Ручка, это что? Волшебная палочка существует. Просто надо писать, слушать и действовать. Даже если не понимаете, почему надо делать такие действия, даже если не осознаете, почему, просто вот надо идти за людьми, которые делают хорошие результаты. Ага. А мы боимся, что скажут люди. Муж меня не пускает. Да, есть такое? Есть. Ага. И самый главный страх — это осуждение людей. Ага. Просто надо вот побороть страх, а мы не финансовая пирамида, мы не секта, мы просто маркетплейс с федеральной программой. Все.
с партнерской программой, по реферальной ссылке. Все понятно же, очень просто. Это современный мир. Будем работать в интернете, развиваться и так далее. Как это делать, шаги какие делать? Конечно, мы стараемся дать свой опыт. Мы были в АМГе, да, в АМГе была у нас летняя школа. С этой школы у нас сидит тут Наталья сидит, Маргарита убежала куда-то, вот Валентина сидит. Они все это прошли. И там мы делали прямой эфир именно с аккаунта Клима Федорова, Убай Клим, и подключилась ко мне вот моя Таяра на первую линию. Да вот так, таким образом идет вот именно по интернету. Все идет по интернету. И человек, который спасся от онкологии 4-й стадии рак крови, представляете, Устин Халгаев, это наша легенда, да? Они меня нашли в интернете совершенно случайно. Совершенно случайно, когда я гуляла по городу Сочи, исполнила свою детскую мечту, это тоже очень длинная история, и я там была одна во время ковида. Я там была одна, и человек эмоциональный, и как бы, ну, вела свой блог и дублировала этого Клима Федорова. И по улице вот ходила с телефоном и рассказывала свои эмоции, там впечатления рассказывала и в Инстаграме. И там подключилась вот жена Устина, Лариса. И таким образом мы познакомились, и оказывается у них была вот такая проблема. Представляете, лейкоз 4-й степени. И это стопроцентная ремиссия сейчас подтверждено московскими врачами. Это же классно, классно. Просто надо быть в системе, просто надо быть в системе. Вот, и трудиться. Все. Какие вопросы есть? Вот у меня вот в последнее время почему-то очень короткие презентации получаются. Время остается. Что-то у меня вот это быстро-быстро стало получаться. Ага, давайте, и пока есть время, может, есть вопросы. Да? У кого-то доходы есть, может, расскажете доходы. Доход, Марфа Сергеевна, пожалуйста. Марфа Сергеевна, у нас, мы пионеры, да, Академии «Успех» вместе в Якутии. Вот. Мы начинающие, да, Марфа Сергеевна, расскажите про свое видение именно Академии «Успех» вместе. Что у вас изменилось и к чему вы идете, к чему призываете людей. Давайте послушаем врача-педиатра Марфа Сергеевна Холмогорова. У нее ранг платина. Золото, ага. Но все равно, как говорится, да, человек, который не предает систему и за наставником уже 9-й год, по-моему. Давайте послушаем Марфу Сергеевну. Аплодисменты. Всем доброе время, интернет тоже. Когда-то я тоже вот так выступала, слушал только один человек, да, как бы, ну, в Улус уехали, да, с Клавдией, да, Клавдия пригласила. Но оттуда у меня с Ютуба пришла женщина, до сих пор кушаем, поэтому я вот все-таки сегодня решила на Ютуб выйти. Можете потом найти, воспользоваться тоже. Когда вы снимаете, вот я рассказала соцсети. Ага. Действительно, соцсети чем хороши, да? Потому что очень люди боятся именно вот уговаривать кого-то. А соцсети вы никого не уговариваете. Просто выставили объявление со своей ссылкой, да? А люди сами приходят. Вот от Клима Федорова, да? Тоже это соцсети, да, человек пришел к Туяле. Да? Ну, вот такая система очень хорошая. Плюс еще у нас Академия, вот Яра очень любит Академию рассказывать, да? Именно нам надо продвигать Академию. Не даже вот эти наши продукции, Академию. Потому что через Академию, да, сейчас в данное время продвигается только это клеточное питание, а со временем у нас много чего будет. Поэтому вы продвигаете Академию. Туяра, как Туяра, да? Она все время Академия. Вот она говорит, в Сочи ходила, говорит, а? Как брат Клим, да, рассказывала про Сочи, и тут же она все время Академию подключала. Ага, никак не забывала. И к этой теме пришла вот Лариса Халгаева, да, и спасла своего мужа. Видите, как здорово. Поэтому у каждого у вас, да, есть какая-то тема. Кто-то повар очень хорошо готовит, да, можете рассказывать про свое вот это, да. Кто-то хорошо шьет, да, ну, своя тема у кого-то, да, свое блогерство.
И туда же вы подключаете, да, втихаря, мимоходом, как бы, да, нашу академию. И тогда к вам люди придут из соцсетей. В соцсетях же очень много людей сидят, да? Поэтому я очень рада, сегодня врачи выступали, да, с Ириной мы когда в Самару ехали, да, знакомились в аэропорту. Я сейчас очень рада, что она нас не покинула и даже близко с Усьмаей сюда переехала, даже открыла вот типа шоурума, да, но вот как клиника превентивной медицины, да, это здорово. Я вчера ее слышала тоже, да, Элджистах Юргетчевик Роберти, она там выступала, я слышала, да, Нина, вот, да, и вообще вот подключаются девчонки, в четверг тоже два врача тоже там выступали, я поэтому очень рада. Я уже вот 9-й год одна была, как бы почти, да, долгое время, ну 7 лет, точно, наверное, одна из врачей. Я вообще 33, 4-й, может, год, да, кушаю, вот рассказывала первый Ирина, да, БАДы. Чего бояться БАДов-то? Многие говорят, чего БАДы, да БАДы, все боятся БАДов-то. Это добавка к пище же, это витамины, это та же еда, это те же травы, да? Ага. Я говорю, корова же травой питается. А все на днях, я слушала, бабушка говорит, 108 лет ей, да? Она говорит, ешьте, говорит, все-таки вот красное мясо. Потому что это как завод перерабатывает траву, кушает же, да, корова, и перерабатывает, и как бы нам через свое мясо подает как бы витамины, минералы, да? Ну, чуть-чуть можно кушать, поэтому мясо. Хотя сейчас нам говорят, сильно много мяса не ешьте, да, но чуть-чуть можно, допустим, вот так. В Якутии особенно, да? Ну, это мое мнение. Потому что очень боятся, что когда мы говорим, мясо нельзя кушать, да, то многие уйти даже могут от вас, да, типа, поэтому пусть чуть-чуть кушает, в неделю 2 раза. Такой кормочки. Плюс еще вот это, вы же подкармливаете свою вот этот огурцы, да? Многие же, да, из трав делают как бы это удобрение какое-то в эту бочку делает, потом поливает огурцы. Ну, это тоже же травы. Поэтому вот это в наших продукциях есть, все есть. И фрукты, и ягоды, и значит, вот, трава, да? А потом грибы, овощи, да? Для нас, да, действительно, мы с Ярой очень ленивые люди, поэтому, наверное, первые прибежали сюда, да. Я как услышала, мне показали в то время, да, в старом магазине одна единственная капсула была. Мне вот так показали, да. Я на энергетика этой капсулы пришла интуитивно просто. Даже не видела, не пробовала ничего, да. Я почувствовала, да, для меня, для лентяйки, да, это круто, да. Потому что там состав крутой был. Ага, там высшие грибы, которые в Тибете растут, да, высоко в горах, да, очень дорогой кардицепс был, да, то я тоже на кардицепс пришла, поэтому я вот тоже, а он чудеса делает, а он есть у нас вот, в Success Day, да. Угу. Я очень люблю вот наш вот, дигидрокверцетин. Счастливчики сейчас, которые поедут в Санкт-Петербург, да, сами купят, всего лишь за 2500 рублей, да, классно. Ага. Вот, я его кушаю, обожаю вообще. И я хочу рассказать про свою сестру. Ну, свой результат, я вот спасла свой палец, знаменитый, да. Его хотели же ампутировать, а я не дала, как бы, да. Потому что оперировать всегда успеют, я сказала, дайте мне время, да, своим коллегам. И они дали, слава Богу, да. И я дозу прибавила. Ну, я обычно раньше кушала, да, как профилактические дозы, да. Мне 65 скоро стукнет, но, слава Богу, да, в аптеку не хожу, в больницах не была, да, хотя, ну как, по работе только ходила. Мне это совсем не нравилось, это больница, Аура больница, да. И отец был, у меня с мочекаменной болезнью был, вот это его, и он физически крепкий был, но из-за мочекаменной болезни, да, маленький камушек в попал, и он мочиться не мог. В деревне. 2 дня лежал, никто не помог. Ни врача, ни фельдшера, никто не подошли. Представляете? Я сейчас была вот из Сунтара приехала, да? Привезла туда свою сестру, инвалида первой группы, да? Мы сразу, конечно, сообщили, что у вас появился человек, инвалид первой группы. А пока приехала, это целый месяц-то никого там не было. Никто не
деревне. Поэтому вот эти наши продукции в деревнях очень нужны. И благодаря этим продукциям я спасла свою сестру, которой медики говорили, ну дали 3 дня, реаниматологи сказали, все, мы хоронить же уехали. И я как приехала, зонд поставили, слава богу, ей, да, и через зонд начала вот уже кормить ее, да, и все, она как бы да, не умерла, 3 дня прошло, а потом 3 недели она лежала в коме, ну, и получается, но я надеялась, что все равно кто-то когда-то ее прооперирует. Ага. Подготовка шла, не так просто. Все-таки, да? Ни разу она в реанимации, да, запоров не было. У нее до сих пор ни разу, как называется, пролежней не было. Представляете? Благодаря питанию. И все удивлялись. Там женщины, которые лежачие, да, у них плохо ходят по большому, да. А у нее каждый божий день, да, все выходило. Они говорят, что-то вот жиденькое, что-то вы кормите, говорит, а откуда вот эта какушка-то приходит? Вроде ничего такого особо не кормят, да? Бульончик один и вот это, да? Все равно каждый день она ходила по большому. Представляете? Вот так работает. С этим. На днях у меня новичок подключилась, да, вот этот наш протеин. Ага, я дегустацию сделала. У нее запоры на в теле женщины, да? И через некоторое время она звонит. О, я говорю, хорошо, говорит, сходила по большому. И столько много вышло, говорит. Оказывается, у вас вот это работает, говорит. И сейчас она уже подключила другого человека уже, да, как бы. Видите, да, людям нравятся наши продукты, поэтому давайте дегустировать, да. Я ей одновременно еще чай матча дала, ей очень понравилось тоже. Поэтому спасайте своих. Я, наверное, да, вот заработала, да, половина своего вот это финансов, про финансы же ты говорила, да. Но я 1 миллион с хвостиком заработала. Хотя, да, я как бы втихаря иду, да, как бы 7 месяцев ухаживала за своей сестрой в больницах, да, и 3 часа только спала. Такую выдержку дают. Там медики вообще удивляются. Так как робот говорят, да, как ты выдерживаешь, так а как ты спишь-то, говорят. Днем хожу, ночью хожу, да, и вроде бодренькая, да. Мне, что ты кушаешь, говорят, один даже вот этот, там медбрат был, можете еду принести, говорит, очень хорошенький такой. Я говорю, нет, у меня, говорит, вот такая еда есть, говорю, И еще там маленько от, сестре маленько давали, да, хотя она через зод, поэтому я такую, но тем не менее, что оставалось, я там, потому что я ее сама подкармливала, да, но нам же много еды не надо, поэтому, 1-2 раза в день мы поели, и вот это наше кушание вообще без проблем, экономия очень хорошая. Я раньше, если тушеное мясо покупала, сейчас вообще не покупаю. Вообще круто. И сейчас я увезла сестру в Цунтар, да, она уже, хотя врачи говорили, она если даже спасла, да, то овощем будет. Ага. Ну, когда не умерла, они так вначале говорили, руки, ноги двигаться не будут, она будет лежачая, типа еще говорить не будет, и кушать не будет, и голодать не будет, сказали. Действительно, она такая была. Через зон кормили, через трахеостому дышала целый год. Целый год, значит, это. И последний раз пульмонолог тоже говорила, бесполезно говорит, это все врачи говорили, она вообще голодать не будет. И она сейчас уже глотает, сама кушает уже, да, и я очень довольна, поэтому сама ходит уже через ходунок, через тросточку, даже самостоятельно маленько тоже ходит. Здорово же, да, и самое главное, мозг 100% работает через WhatsApp, лучше вас работает некоторых. Да, везде все, да, находит, куда что звонить, кого что руководит по-прежнему, да, она же активная была раньше, дельные советы свои дает, сидит, вообще, поэтому я говорю, давай, говорю, тебе эту структуру делать, теперь я ей сделала аккаунт, она у нас будет уже в корпорации, как бы это, я не под ней уже там маленько один говорю, да, поэтому давай трудиться, я же вот начала говорить, да, 1 миллион, наверное, я ей уже, свои деньги, да, на свои деньги покупала и кормила ее, получается, да. Я говорю, поэтому ты теперь сама зарабатывай на свою еду, говорю. Чуть-чуть хотя бы, да, вот так, Круто же. Поэтому есть такая возможность. Вы можете помочь даже людям, которые вот первой группы инвалидности, которые не ходят, лежачие. Пусть они вот так начинают работать и себя подкормят. Заработают, да, и сами себя поднимут. Представляете, круто же. Такая есть возможность, шанс. Поэтому
Если самое главное, вот если с головой дружить, голова если хорошо работает, то все. И руки, если кнопочку нажимают, наша работа легкая такая. Класс, нет? Поэтому все можете помочь. Даже школьники зарабатывают, как в Казахстане, не 10 лет, да? Своих детей можете подключить, да пусть сами себе зарабатывают. Я обычно молодым говорю это, мужчинам особенно, да? Студентам говорите, да? Хочешь девушке там цветы подарить, да? В ресторан пригласить, да? Сам зарабатывай, тут есть возможность. Девушка тебя сразу полюбит, от тебя никуда не уйдет. А то можешь потерять, говорю, свою любимую девушку. Пойдет тому, у кого деньги есть. Сейчас же девчонки такие же. Выбирают только денежных же мужчин. У кого машина красивая, да? У кого квартира, да? У кого деньги есть. Кто может ехать. Путешествие может звать, да? Да, кольцо с бриллиантом может дарить. За такими же только гоняются сейчас девчонки хорошие. В смысле, красивые вот эти, да? Поэтому я говорю, сами можете заработать, и девчонка от вас никуда не уйдет. Но тоже одна из мотиваций, это мой совет. Потому что сейчас идут молодежь, подключается. Их мотивировать надо, им выгоду показать надо, что они могут получить. Вот, чтобы не потерять свою девчонку, да, может парень придет к вам. Да. Вот результат очень хороший. Ага. У меня вот Наташа уже собирается с Клавдией, да, тоже в Санкт-Петербург собирается, молодцы. И вот Николай тоже собирается. А Николай у нас с ДЦП с рождения, да, и синдромом аутизма. Вот можете таким, у кого дети есть, да, или взрослые, да. Николай взрослый человек, уже 26 лет ему, да. Но он пришел к нам, не говорил, не отвечал, да. Особо ничего по дому не делал, да. Ну так просто существовал человек, получается. А сейчас он человек-помощник матери. Сам стирает себе уже носки, там, да, мелочь, все сам себе стал стирать, плюс еще говорить стал. Давно он уже начал говорить. Через 3 месяца, по-моему, да, уже, как начал принимать. И то они немножко кушали, да. Наташа покупала на 3 себе, Николаю и еще муж лежачий. Между 2 инвалидами Наташа вообще молодец. Ей можно памятник поставить. Вообще, да, она молодец. Вообще живые встречи не пропускает. Николай очень нравится, говорит, на праздник иду. Каждую субботу мотивирует маму. Как суббота, так все, говорит, идем. И вот он даже собрался в Санкт-Петербург. Там еще красоту увидит. В президентском балу будет человек. Еще на корабле покатается. Классно же. Ага. А где еще они бы вот такое вот получили бы, да? Здорово же. Какая есть возможность вообще. Вот. А так Наташа говорит, как хорошо, говорит, мы академию вас нашли, говорит. Потому что иначе до этого они только в 4 стенах, да между 2 инвалидами находись, как это же страшно. А как они нашли вас? Да. Как они вас нашли? А это очень просто. Я же вот эту, да. Короче, коробочка же есть от этих, да? Я вот это обычно вот так отрезала, да, и туда в телефоне свое это имя написала. И я пошла за ходунком в этот, ну там есть место, да, для инвалидов, где в аренду дают ходунок. Я пошла за ходунком туда, а там Наташа зашла. Ага, тоже вот с инвалидами же она, кажется, там недалеко живет. И вот тоже за коляской, по-моему, она тоже арендовать зашла туда. А я ей вот чуть-чуть как-то подошла и вот эту маленькую свою бумажку эту дала. А вдруг понадобится, говорю, ага. И что я сказала, я даже до сих пор не помню, но она вот через эту бумажку и пришла ко мне, потом звонит. И теперь у нас осталось, я поэтому очень рада. Поэтому это холодный контакт. Я ее вообще не знала. Поэтому по городу сейчас тепло же, да, ходите по улице везде, да? Раздавайте, раздавашки, вот это. Сейчас в этот Санкт-Петербург поедете, да? Тоже готовьте раздавашки, ходите тоже, приглашайте. А вдруг в Санкт-Петербург вы уже людей возьмете тоже, партнеров. Надо помогать людям. Наша миссия помогать людям, это очень хорошая миссия, да, добрая такая. Поэтому гордо преподнесите наши продукции, вообще гордо. Вообще очень многие прям стыдятся. Я теперь даже в этой футболке сейчас поеду в район тоже, да, как закончить такси везде, да. Вообще гордо надо носить нашу одежду и вот эти вообще как кепочки вот эти, да, вот девчонки в кепочке, классно же. Ага, поэтому. Вот. И Николай стал сейчас разговаривать, отвечать матери, да, это же классно. Ему уже интереснее стало. Это награда президент. Не-не-не, футболки. А сами делают?
Сами заказывают. Девчонки сейчас наши поедут, да, золото стали, да, бро стали тоже вот такие, получат, да. В прошлый раз наша Люба вообще там властвовала, да, можно сказать. Даже поднимался он, Андрей Артурович ее, да, классно же. Где такое призвание вы найдете? Вот кто-то на днях читала, я тоже, да, пишет, с работы ушла, ее вообще уже забыли, и меня забыли тоже, да. Ушли с работы, а тут признание есть. Вас будут как только что, какие эти, да? Если будете трудиться, да, то вас будут признавать каждый раз, да? Ага, знать будут вас. Это весь мир будет знать еще через Академию нашу. Академия этим хороша. Академия, там каждый божий день же, да, новые люди заходят, вы с ними можете знакомиться, да? На прямые эфиры выходить с ними, да? Ага, классно, весь мир. Я очень хотела стать человеком мира, теперь она такая стала. Благодаря Академии, без Академии, как ее знали бы люди? Через соцсети вот ее узнать, классно. Я вообще горжусь нашими девчонками, нашими якутянами, да? Якутии вообще, да, очень горжусь нашей родиной. Вообще, мы номер один по России же, по товарообороту. Молодцы, девчонки, вы тоже не отставайте, да, прибавляйте, действительно, нам надо прибавить. Я очень хочу вам действительно добра, счастья, да, самое главное, доброго здоровья, да, чтобы действительно вот, ну как мы многие, да, которые пришли, кому за 70 бриллиантами стали, да, девчонки скачут только так, как козочки, вообще. Молодые стали, как куколки, да, как Барби куколки стали. Классно же, я тоже этого очень хочу вам, чтобы вы очень многим людям помогли, чтобы ваши родственники, близкие, да, подруги, одноклассники, однокурсники все стали такими классными, с активным долголетием. Сейчас люди очень долго живут же, да? Я очень рада, 81 лет, по-моему, да, нашей Галине. В Питер же едет тоже. Она ни одну выездную семинар не пропускает. Вообще молодчинка, да, она... Люди вон из города не могут прийти, да, она из Ханги же приезжает. Прошлый приезжала, она с Ханги приезжала. Классно же. Вот, вообще, очень здорово. Ну, благодарю тебя. Я очень хочу, чтобы вы действительно частенько выступали. Я раньше очень часто, между прочим, прямые эфиры делала, да? Из прямых эфиров очень люди приходят. И продажа очень хорошо идет, поэтому дружите с прямым эфиром. Подключили видео, все. Или сняли, отправили, или тут же прямой эфир. Ну, очень классно. Ага, вообще. Очень классная у нас работа. Все, благодарим Марфу Николаевну, Марфу Сергеевну, да? И как она всегда вот говорила, я сегодня это хотела услышать, вот мы на пенсии, да, просто вот стареем, как говорится, как те же было... Не по дням, а по часам, да, как бы, люди. Ага. Она вот, как она была, в 18 году мы познакомились, да, она такая и есть. Ага, еще, по-моему, моложе Да, становится. мне кажется, моложе стала. Да. Я вижу, да, я сама как-то вот удивляюсь, да. И был такой момент еще в Лысых, я помню этот рассказ, Марфа Сергеевна рассказывала, на Лысыхе она всех победила. Ага, там бегала, да, и так далее, вот спортивные состязания. Вот. Ее 65. Да, вот уже будет через некоторое время. Ага. 65 будет. И такая вот активность. Нашли бы тоді. Ага. Благодарим Марфу Сергеевну. Один день я пошла по ягоды, да? Ну и сижу, вот так собираю спокойно ягоды, да? Они так удивляются, а? Ой, ты, оказывается, можешь сидеть на корточках, говорит, да? Вообще удивляется. Потом я еще, пока ехали, вообще там какой-то болт есть, оказывается, трактор большой, такой, у них дорога плохая, на этом тракторе поехали. И там еще, как на этот ландкрузере сверху же есть дырочка там, да? Там такой же есть, оказывается. А я еще встала, там снимаю, всякое это, да? Потом, когда поднимаюсь и спускаюсь, вообще так прыжком, да? Они так удивляются. И одна женщина говорит, ой, оказывается, есть люди такие, которые очень даже, ну, как бы, как это по-якутски-то? Это по-русски как? Очень себя хорошо физически, да, резвые или как ли, вот, по-физически, ну, как бы, могут сами за собой управлять своим телом, как бы, да? Ага. А там много моложе же были, плотненькие некоторые, да? Кое-как поднимается и спускается. Еще одна там обиделась. Одна говорит, ой, молодая такая и не может подниматься. Там еще что-то сказала одна. А эта молодая обиделась. Зачем так говорить, не говорит. А сейчас и молодая. Вот так, да, мы становимся молодыми. И живой пример Марфа наша Марфа Сергеевна. Вот, и
говорится, у нас миссия очень хорошая, да? Мой телефон, да. Телефон бриллианта. Они одинаковые. Будешь мой бриллиантом, телефон. ага. Смотрите, несмотря на возраст, да, и дети зарабатывают, и молодежь зарабатывает, и люди в годах зарабатывают. И сегодня у меня вот такая миссия очень красивая, да. Мы сегодня поздравляем нашего серебряного партнера Раису Николаевну. Ага. Ага. Поздравляю, она выполнила именно благодаря своему менеджеру Марина Гоголева, она сейчас летит в Санкт-Петербург, именно достигла ранга серебро! Ага. И вот от нашего президента и от своих менеджеров мы вам вот так дали. Да, и несколько слов, пожалуйста, об академии, познакомь себя с людьми. А меня зовут, ну вот я рассказала уже, мне 66 лет, я уже, ну, как сказать, меньше года тут. Я знаю, почему я это вот, Марина мне писала, ну вот как она подключилась, она мне по WhatsApp написала, ну такое-то, 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 вот. Я так быстренько прочитала и, короче, не поняла ничего, и так мимо. Так пропустила. Ну, думаю, Марина опять куда-то зашла и меня зовет. А потом телефон смотрю, там объявление читаю, и там что-то объявление есть. Success Together. Есть объявление, ну вот, компания, ну вот, приглашаю, там активных, там что-то я до конца прочитала и... Это Марина, что ли, мне написала? Ну-ка, давай-ка посмотри. И это посмотрела, ну, вот то, что вот она написала. Действительно это? Вот я думаю, ну мне же надо подключаться к своему человеку. Вот так я к ней пришла. И вот до этого я думала, вот мне вот 65 лет, а вдруг я заболею. У меня давление высокое было всегда. И вот по чуточку там все равно что-то болеет у человека. Вот думаю, а вдруг у моих детей там дети маленькие, вот им вот детей надо поднимать, им надо учить, работать там, детей там обучать, поднимать. А вдруг я слягу? А что будет с моими детьми? А что, они будут за мной ухаживать, что ли? У матери было высокое давление, и она молодая совсем этим слегла. И она долго там 12 лет пролежала, и вот я всегда боялась. Ну, как бы не так сильно боялась, но все равно у меня там в подсознании сидела вот эта мысль. И вот я думала, вот я в больницу не хожу, не показываюсь, вот так все терплю, вот какие-то таблетки сама там принимаю, вот нельзя же так, думаю. А БАДы я не очень пила. Как-то вот такое отношение не было, БАДы, не у нас знаю, не клеточные знаю, питания. не знаю почему, но я не очень так это. И вот как раз в это время Марина меня позвала, оказывается. Она меня позвала, и я позвонила ей, говорю, это ты куда меня зовешь, говорю, куда ты подключилась, куда ты зашла, говорю. Результат. Так, результат я сразу почувствовала. Мы заказали вот этот очищающий день, ночь, неанулин и вода. И как-то сразу легко стало. Как-то вот. А дочке-то я тоже давала. Неанулин давала, там, воду давала. И она через несколько дней, ну, не через несколько, но довольно много, через много дней она сказала: мама, говорит, у меня же волосы почернели, говорит. Где, говорю, у меня глаза-то не очень хорошо видят. Мама,
говорит, я в зеркало смотрюсь, у меня волосы почернели, говорит. Вот мы вот так вот начали. Желаем Раисе дальнейших успехов, чтобы дочкам тоже, да, вот именно продвигать, и чтобы они, дочки, тоже вам помогали именно продвигать нашу систему, академию. Это только первый шаг, да, вот ранг серебро, и на самом деле это самый трудный и первый шаг себя преодолеть и достигнуть вот таких рангов. Желаем стать бриллиантом, вперед к бриллианту, поздравляем! Ага. И мы вам тоже желаем, да, достигнуть высоких рангов, изменить свою жизнь к лучшему, изменить код своего рода. И изменение кода судьбы рода есть у Андрея Артуровича такие тренинги. Это же звучит очень как-то непонятно для новичка. Я вначале не понимала. Изменение кода судьбы рода. Что за слова, да? Ну, даже не вникала просто. А сейчас я вижу, как меняется судьба именно моей семьи, моих детей. И если семья счастливая, то это общество счастливое, да? Если мама здоровая, если папа здоровый, если дети здоровые, это семья счастливая. А если мы осчастливим многих вот людей, мам, пап, бабушек, дедушек, детей, то мы, считается, делаем счастливыми общество. Вот наша миссия, да? И я всегда говорю, что Академия Успех вместе не только деньги, 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 это прежде всего счастье людей. Вот. Поэтому будьте с нами, будьте в Академии, всегда, каждый день. У кого есть вопросы, можете подходить и так далее. Вот с менеджерами сейчас будете консультироваться, да? Ага. Кстати, у меня вот волосы как-то это погуще стали после этого белка. Второй, Ким Айгуль газеза хайрым вот так. Волос, причем она не была не репа так по той минералах. Эльбавит. И там вот такой юг уртугати, но бли климактерический возраст, он им тухет хамлавда. Вот ты блин хотел хоть да. Или вы бы даже вот потом было ради. Начали. Ага. Вот. Наши продукты вообще супер. Во всем смысле. Ник, вам понравилась информация, особенно новички? А? Сколько я приглашаю, да? Но мои однокурсницы Гринки Альбитер, я хочу бафа хабара вагимбар. Ага. Вот. Ник. Ага. Или была на дела, доктор, можно проходить. А вообще фото не будем делать, потому что нас вот мало. Да? Да. Все, ну. Еще есть такое объявление. Туха, будет у нас Таиланд 1 октября. И будет у нас 15 ноября Алматы. Планируйте с нами ездите, да, и еще каждую субботу мы стараемся тут провести презентацию, да, именно гостиница Лена, 6-й этаж. И в группах будет объявление, но насчет этой субботы я не знаю почему, потому что мы все активно будем там в Питере. Угу. Может, пропустим эту субботу. Хорошо? Угу. Или Марфа Сергеевна будет? Могу. Можешь? Ага, тогда 14:00, да? Вот сейчас спустимся и забронируем зал. 14:00 всех приглашайте сюда. Угу. Ай, новички! Подарки же у меня! Ой, какая у меня миссия. Хороший подарок, вот целый ящик. Новичок, Теркалин, пожалуйста, мы всем дарим подарки. Светлана, пожалуйста, аплодисменты, подарок от корпорации «Success Together». Екатерина, вам подарок. Ага. А вам тоже, я вас тоже первый раз вижу. Ага. Подарки. Еще кто есть у нас первый? А вот девушка, которую я вас позвала на первый ряд, да, тоже новичок. Структура Алены Савиновой, вам подарок. Все. Еще есть кто новичок? Вроде все наши. Ага. Сейчас. Все, ждем вас в следующую субботу в 14:00. Всех приглашайте активно.